Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача про футбол. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о самых главных и интересных событиях в жизни якутского футбола за последний месяц. Итак, поехали! 22 ноября на площадке Дворца спорта 50 лет Победы наша «Заря» в рамках 5-го тура высшей лиги принимала мини-футбольный клуб «Зенит Саратов». С капитанской повязкой на этот матч вышел голкипер нашей команды Никита Евтушенко, так как Антон Кусов отбывал дисквалификацию за удаление в предыдущей игре с «Спартовиком». Счет в самом начале игры открыли гости. Мяч после рикошета от Ваадана Гукасяна залетает в наши ворота. Практически сразу «Заря» сравняла счет. Выход 1-1 изящно реализовал Дмитрий Пасаженников. В следующем моменте Никита Евтушенко, играя на выходе, сбивает автора первого забитого мяча и получает красную карточку. Спустя пару минут Афанасий Федоров бильярдным ударом снова выводит «Зарю» вперед 2-1. А затем главный арбитр встречи достает еще одну красную карточку, но на сей раз для Валерия Зыкова, который срывает опасную атаку нашей команды. А штрафной мощным и продуманным ударом реализовал Руслан Гаязов 3-1. Саратовцы ответили быстро. Сольный проход и результативный удар получился у Артема Мелконяна. Вышедший на замену Никите Константин Свидерский в данном эпизоде выручить не смог. 3-2. Через пару минут подопечные Олега Марченко снова обеспечили себе комфортное преимущество в 2 мяча. Удар Федорова Сергей Волошин перенаправляет пяткой. 4-2. Далее гостям снова удается сократить отставание. Наши ворота с 2 попыток поражает тот же Гукасян. 4-3. Концовку первого периода игры наша команда провела на высшем уровне, забив 3 мяча в раздевалку в течение 2 минут. Сначала дубль оформляет Пасаженников, затем Леонид Солдатенков дальним ударом застает врасплох вратаря гостей. Ну а 7-й мяч «Зари» на свой счет записал Артем Харченко, сыграв на добивании 7-3. Вторую половину игры гости провели с 5 полевыми игроками. «Заря» же при возможности контратаковала и пыталась поразить пустые ворота. Кстати, таких шансов было предостаточно, но удары цели не достигали. За весь второй период собравшиеся любители мини-футбола увидели только одно взятие ворот. Счет сбавил капитан гостей Александр Козлов. 7-4 уверенная победа «Зари». Впечатление, могу сказать, двоякое какое-то. Первый тайм мне полностью понравился, мы забили, гандикап себе сделали на матч. А второй тайм почему-то установка не получилась, нас начали прессинговать, мы полностью расстоялись. У нас есть определенные заготовки, как мы можем играть против 5. Ничего такого, думаю, все нормально. 1,5 тайма сыграли. В этой ситуации главное терпеть. Но у нас было моментов 15, мы ударили по воротам, ни разу не забили. Вот это минус большой. Мы будем над этим работать. Вторая игра тура получилась такой же зрелищной и результативной. Счет встречи открыли хозяева площадки. Прострел на дальнюю замкнул Леонид Солдатенков. Отметим, что этот гол для Леонида стал 200-м на первенствах страны. Спустя пару минут Руслан Гаязов после мощного выстрела гостей срезывает мяч в свои ворота. 1-1. «Зенит» на этом не остановился. Благодаря результативному удару Владимира Портнягина гости выходят вперед 1-2. Но буквально на следующей же атаке Афанасий Федоров с передачей Солдатенкова сравнивает счет. На 17-й минуте вновь отличается Портнягин. Капитан «Зенита» оформляет дубль 2-3. Сравнять счет нашей дружине удалось в концовке первого периода. Антон Кусов реализует 10-метровый. Начало второго периода «Заря» провела в атаках, результатом чего стали 2 взятия ворот. Сначала Антон Кусов забивает свой второй мяч с передачи все того же Леонида Солдатенкова, а затем Сергей Волошин в одиночку организовывает 5-й мяч нашей команды. 5-3. На 36-й минуте наступил переломный момент игры. Гости овладели преимуществом и провели 3 быстрых мяча в наши ворота. Сначала отличился Алексей Запивалин, а затем дубль оформил Константин Нурмагомедов. 5-6.
Под самый занавес игры Афанасий Федоров играет на добивании и сравнивает счет 6-6. Но через мгновение гостям удается вырвать победу. Ваадан Гукасян устанавливает финальный счет встречи. 6-7 побеждает «Зенит» Саратов. Результат, так скажем, удовлетворительный. Я считаю, что соперник был не совсем сильный. И вторую игру мы должны были обязательно выиграть. Но так стечение обстоятельств случилось, что это все-таки футбол. И в конце концов победил сильнейший. В перерыве между периодами состоялся товарищеский матч, в котором встретились воспитанники ДЮСШ и команда «Виктория». Юные спортсмены показали не менее зрелищную игру, итогом которой стала боевая ничья 1-1. 30 ноября во Дворце спорта 50 лет Победы завершился розыгрыш Кубка главы города Якутска по мини-футболу. Участие на данном турнире принимало 40 любительских команд, лучшие из которых, пройдя 2 квалификационных раунда, попадали в групповой этап. Всего было 8 групп по 3 команды, которые, играя по круговой системе, выявляли сильнейшие команды. Победители групп продолжали бороться за главный приз в рамках плей-офф. В итоге в финальной игре встретились Цементник и Ирбис-99. В основное время победителя выявить не удалось. Команды обменялись 4 забитыми мячами, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался Цементник, который одерживает победу в этом турнире уже второй год подряд. Таким образом, Ирбис-99 занимает 2-е место, а матч на 3-е место выиграла команда «Союз Авто». 23 ноября в спортивном зале УЛК номер 3 Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова состоялся первый розыгрыш Кубка гуманитарных институтов и факультетов университета. Принять участие заявилось 8 команд, 2 факультета и 6 институтов. На первом курсе, когда мы играли в футбол, чемпионат ЦВФУ, победителями, как ни странно, выходят все время технари. И вот мы решили, что гуманитарии тоже, как бы сказать, должны это проявить себя, и проявили инициативу, и вот такой турнир возник. Турнир проходил по традиционным правилам АМФР. Все участники были разделены на 2 группы, сильнейшие из которых продолжили оспаривать чемпионство в рамках плей-офф. В финальном матче встретились команды финансово-экономического института и педагогического колледжа. Проигрывая со счетом 3-0, дружине ФИ невероятным способом удалось отыграться и даже выйти победителем. Как итог, сильнейшей командой среди гуманитариев университета становится сборная финансово-экономического института. 2-е место заняла команда педагогического института, а на 3-м месте турнир завершила сборная юридического факультета. В зале Дворца спорта состоялось награждение победителей и призеров городского чемпионата по большому футболу среди команд высшей и 1-й лиги. Данные соревнования стартовали в июне, и на протяжении 5 месяцев 28 команд боролись за звание победителей. Всего в обеих лигах было сыграно 140 матчей, в которых было забито 714 голов. В высшей лиге участие принимало 6 команд, среди которых сильнейшим оказался «Союз Авто». На 2-м месте «Полярник», а 3-е место заняла команда «Барс». В 1-й лиге играло 22 команды, которые были разделены на 2 группы, сильнейшие из которых продолжали борьбу в плей-офф. По результатам турнира чемпионство взяла команда «Молочный дождик», обыгравший в финале Мюррю со счетом 2-1, а 3-е место заняла команда «Полярники». С 20 по 23 ноября Дворец спорта 50 лет Победы стал главной ареной розыгрыша Кубка Министерства спорта Республики Саха-Якутия по мини-футболу.
За Кубок победителей боролось более 200 спортсменов, представляющие 19 команд, среди которых были сборные районов республики и учебных заведений. По итогам всех сыгранных игр турнира в финальном матче сошлись сборная Мегино-Кангаласского района и первая команда Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. В напряженнейшей игре дружина из Заречья выиграла со счетом 2-1 и становится обладателем Кубка Министерства спорта. Соответственно, второе место достается первой команде СВФУ, а третье место занял второй состав СВФУ. Ну, мы собрали команду сборной Мегино-Кангаласского ЛУСа, молодежи годов рождения 93 по 96. Собрали из тех, которые не выступают за сборную университета. То есть наши же ребята выступают за первую команду университета, это, считай, 5 человек. И оставшиеся ребята вот собрали команду и выставили на этот чемпионат. Но мы выстояли, поставили свою тактику оборонительную, сыграли с обороны. Ну и план получился, выиграли. Это уже ежегодно проводится в третий раз. Это Кубок Министерства спорта среди молодежных команд. В этот раз мы проводили игры по мини-футболу. До этого проходили первые соревнования по баскетболу. Сейчас мини-футбол. И на следующей неделе у нас будет проводиться игры по волейболу среди молодежных команд. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока. Уважаемые любители спорта и физической активности, приглашаем вас в спортивный комплекс Дохсун, в котором вы сможете записаться на следующие секции: футбол, пулевая стрельба, оздоровительный бег, стрельба из лука, бильярд и настольный теннис. Для детей школьного возраста запись бесплатна. Принимаем коллективные заявки по всем видам секций. Также в спорткомплексе для вас работают тренажерные залы, которые оснащены широким ассортиментом тренажеров, позволяющие проработать все группы мышц. Это силовые и кардиотренажеры, богатый гантельный ряд и все необходимое для работы со свободным весом. Наш телефон 40 25 17. Плавательный бассейн Чолбон – это современный спортивный комплекс, который решает много задач в деле оздоровления населения. Обучение детей и взрослых плаванию в группах и индивидуально. Проведение учебно-тренировочного процесса для спортивных и оздоровительных групп. Проведение уроков по плаванию учащихся общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений. В бассейне Чолбон есть тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием. Также проводятся занятия по акваэробике, фитнесу и йоге. Приглашаем вас по адресу улица Пояркова, 26. Справки по телефону 40 28 12. Юношеский спортивно-оздоровительный клуб «Дарк» объявляет дополнительный набор детей возраста 5 лет и старше в секции по дзюдо и самбо. Профессиональные сертифицированные тренера будут работать с вашими детьми по следующему расписанию. Секция самбо в понедельник, среду и пятницу, а занятия по дзюдо во вторник, четверг и субботу. Справки по телефонам 45 35 49 704 135.